Владимир Владимирович, не хотели бы вы себя клонировать или набрать в войско двойников? А то у нас Нет. в России чиновники, кроме вас, никого не признают. Все, я уже ответил. Давайте. Вам не кажется, что ваши друзья пользуются вашей добротой? Почему только друзья? Все пользуются, говорят. Какие бы 3 желания вы загадали, если бы поймали золотую рыбку? Соломенникова Анжела, Пермский край, 11 лет. 11. 11. Анжела. Анжела. Я надеюсь, Анжела нас слышит. 3 желания. Надо подумать. Но вы знаете, вообще, по большому счету, лучше не уповать на каких-то сказочных персонажей. Помните, у нас даже в советское время была песенка такая: никто нам не поможет, или что там, ни царь, ни бог, ни старый, ни герой. Все своей собственной рукой мы должны сделать. Поэтому, если мы будем ждать чудес от золотой рыбки, то мы можем оказаться, как в сказке Пушкина, у разбитого корыта, в конце концов. Лучше работать, засучив рукава самим. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Здравствуйте. Меня зовут Алина. Я учусь в 1 D-классе. У меня есть для вас вопрос. Скажите, пожалуйста, а может стать президентом нашей России женщина? А то папа говорит, что с этой Америкой может справиться только Путин. Дорогая, спасибо. Дорогая Алина, нам нужно думать не о том, как справиться с Америкой. Нам нужно думать о том, как справиться с внутренними вопросами и проблемами. Ну и последнее, как вы относитесь к кашам на завтрак? Все ли каши любили в детстве и что делали, если вас заставляли есть нелюбимую кашу? Зайцева Анастасия, Санкт-Петербург, 9 лет. У меня вот так вот, я жил, что меня не заставляли делать то, чего я не хочу. Что касается каши, то я их с удовольствием ем каждый день утром. А вот здесь и как сегодня раз тоже. Перловую Добавление. Поменялось ли отношение к кашам с возрастом? поменялось в лучшую сторону. Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу. Спасибо.